أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Милость Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Валя таханату мир рахматиллях». То есть ни в коем случае не теряйте надежду на милость Аллаха. Милость Аллаха для нас – это то, что Аллах Субхану ва Тааля создал нас на этой земле. Его величайшая милость – это то, что Он определил нас сыновьями Адама. И одна из величайших милостей, то, что Аллах Субхану ва Тааля сделал нас верующими людьми. Он сделал нас уммой Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И величайшая милость Аллаха, то, что Аллах Субхану ва Тааля не спосылает нам свои виды поклонений. Он не спаслал нам Коран для того, чтобы мы читали то, что нам легко читается, и то, что легко мы понимаем, и чтобы мы следовали этому Корану. Он послал нам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы мы взяли его как пример. «Валякум фи расулиллахи усватун хасанатун», говорит Аллах Субхану ва Тааля, для того, чтобы следовать за ним. И Аллах Тааля говорит, что «Куль», скажи, он Мухаммад, «Ин кунтум тухиббун Аллах фаттабиуни», если твоя умма хочет, чтобы Аллах их полюбил, пусть следует за тобой. Скажи, следуйте за мной. «Юхбибукум Аллах, ва ягфир лакум зунубакум». И полюбит вас Аллах, и простит вам ваши грехи. Милость Аллаха для нас наше поклонение. Мы, как люди, как сыновья Адама, как верующие люди, как умма Мухаммада, его любимца, то есть любимца Аллаха, которому он обещал рай. И рай обещал тем, которые следуют ему, его сунне. Мы счастливы. И Аллах Субхану ва Тааля не спаслал нам еще виды поклонения. Это величайшая милость. Мы можем показать, что мы его рабы. Величайшее поклонение, вид поклонения после намаза, то, что мы сейчас, сегодня совершаем, это пост, ураза, саум во время Рамазана. Рамазан такой благословенный месяц, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что это тайна между мною и моими рабами. Если они действительно поклоняются мне, то это величайшая тайна. Если я за другие виды поклонения даю вознаграждение и определяю это вознаграждение, то в данном случае за пост, за уразу во время месяца Рамазана знаю про количество вознаграждений только я, говорит Аллах. То есть это какая-то тайна между мной и моими рабами. И я вознаграждаю их несметным количеством вознаграждений. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что Аллах Субхану ва Тааля не спаслал Рамазан, месяц Рамазан, как благословение. «Шахру Рамадан, аллади унзиля фихи аль-Кур'ан». Это не спаслано. Аллах Субхану ва Тааля не спаслал нам свою милость, свой ни'мат, свой достаток и свое благословение. И этот месяц мы возвеличиваем. И он говорит, что Аллах Субхану ва Тааля разделил этот месяц на 3 части, по 10 дням. Первые 10 дней – это дни милости. Вторая десятка – это дни прощения грехов. Третья десятка Рамазана, третьи 10 дней – это спасение от огня ада. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что последние 10 дней Рамазана постарайтесь побольше пребывать в мечети. И он определил это как сунну свою, сидеть на иртикафе, то есть безвыходно сидеть в мечети, если у кого есть время. Это касается только для тех, которые могут сидеть, у которых есть возможность. Почему же Аллах Субхану ва Тааля разделил, по словам, по хадису пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, на 3 части Рамазан?
Аллах милостив, всемилостивый и всемилосердный. Посмотрим на Его милость. «Валя такнату мир рахматилля». Никогда не теряйте надежду на милость Аллаха, говорит Аллах субхану ва тааля. Теряют надежду на милость Аллаха только иблис и ему подобные. Те, которые следуют за ним. Те, которые не стараются поклоняться, или же ленятся в поклонении, или же ходят там с какими-то смутами, фитнами, устраивают какие-то споры, скандалы или что-то, ходят по этому пути, по пути шайтана, по пути сатаны, иблиса. Иблис и ему подобные, Аллах субхану ва тааля говорит, что они не надеются на милость Аллаха. Не теряйте милость, не теряйте надежду на милость Аллаха. Аллах субхану ва тааля вас ведет в рай. Рахмат. Первые дни не рахмата, то есть милости. Значит, если человек, Аллах субхану ва тааля сделал такое благословенное поклонение, то есть очень легкое поклонение, он говорит, что если 10 дней Рамазана ты будешь поклоняться Аллаху, то в данном случае ты, Аллах субхану ва тааля говорит, ты достоин рая. Рахмат. «Фаля такнату мир рахматилля». Не теряйте надежду на милость Аллаха, то есть не теряйте надежду, что вы войдете в рай. Откуда мы знаем, что рахмат это рай? А потому что Аллах субхану ва тааля в другом своем аяте говорит, и во многих аятах говорит, что «Ваида хури аль-Кур'ана фастамигу лаху ва анситу лааллакум турхамун». И когда читается Коран, остановитесь, не двигайтесь и прислушайтесь, замрите. Вот за это ваше деяние, за этот ваш адаб перед словом Аллаха вы лааллакум турхамун. Быть может, вы будете введены в рай за это. И мы говорим, что исходя из этого, исходя из других аятов, исходя из хадисов пророка Мухаммада ﷺ, говорим, что если человек хотя бы примкнет к постящимся во время Рамазана первые 10 дней, то значит Аллах субхану ва тааля обещает ему рай. Дни рахмата, дни милости. Что бы ты ни делал, все это тебе записывается как несметным количеством вознаграждений. То есть в Рамазане Мухаммад ﷺ обещает, что каждое твое деяние увеличивается 70-кратно. И если это ты выполняешь, если это будет сунна, то она вырастает до уровня фарза. То есть вознаграждение будет, как будто ты исполняешь от фарз поклонение видов фарзов или ваджибов. Если это просто нафиль, этот нафиль, рибадат, поклонение нафиль, добровольное, вырастает до уровня сунны, до уровня сунны муаккада. И Аллах субхану ва тааля за каждое твое деяние, за каждый шаг, который ты идешь в сторону добра для благодеяния, Аллах субхану ва тааля увеличивает вознаграждение 70-кратно. 70-кратно. Вторые 10 дней Аллах субхану ва тааля говорит, что прощение грехов, айям аль-магфират. То есть Мухаммад ﷺ об этом нам говорит, что Аллах обещает, что простит нам всем наши грехи. 10 дней. То есть, если ты после 10 дней начала Рамазана протерпишь еще 10 дней, и у тебя получится 20 дней, то у тебя прощаются все грехи. Почему? Да так обещает Аллах, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. А Аллах – это единственный, который никогда не нарушает своих обещаний. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, доносит нам через откровение, которое ниспосылает Аллах субхану ва тааля своему любимцу, Хабибуллаху, и он доносит нам эту весть, радостную, благую весть, говоря, что если вы 20 дней продержите, то Аллах начинает, вот эти вторая десятка Рамазана, второй 10 дней, вторая десятка дней Рамазана, то это дни прощения грехов. И Аллах прощает грехи. «Инна Аллаха ягфиру дзунуба джамиан».
Аллах Субхану ва Тааля обещает, что я прощу все ваши грехи, кроме того, что вы присовокупляете сотоварища Аллаху, кроме ширка. Но и то я прощаю, говорит Аллах Субхану ва Тааля, если вы покаетесь и не будете больше присовокуплять сотоварища Аллаху, будете поклоняться Ему искренне. И любой грех, который у вас есть, просите прощения, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Просите. Фатубу иля Аллахи джамиан. Просите прощения у Аллаха. Все, без разницы, кто ты. Ты царь, ты муфти, казы, аулия, или ты простой мукаллаф. Кем бы ты ни был, проси прощения. Как Мухаммад ﷺ обучил мать правоверных Аишу, ради Аллаху анха, умму Аиша, что в эти дни, в дни прощения, побольше проговаривайте астагфируллах, астагфируллах аль-азим, астагфируллах аль-азим, аллади ла илляха илля хуа аль-хайюл кайюм, ва атубу илейхи, Аллахумма ас'алука ат-таубата валь-магфира. Побольше говорите вот эти формулы прошения прощения, истигфара. И кайтесь. Инна Аллаха таввабур рахим. Аллах Та'аля, принимающий все виды покаяния, все покаяния. И Аллах ответит на наши мольбы. Удауни астаджиб лакум, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Просите меня, и отвечу я на ваши мольбы. На любую мольбу. Но знайте, что я мудрый, говорит Аллах Субхану ва Тааля, и я знаю, в какое время вам исполнить то, что вы желаете, или в этом мире, или вот сейчас же, или перед смертью, или же на судной площади в судный день. Сейчас вот заканчиваются эти последние дни второй десятки. И мы стараемся просить прощения и каяться от своих грехов. Что бы у нас не было, какие бы у нас передряги не были, какие бы у нас грехи не были, мы просим прощения у Аллаха. О, Аллах, прости, может, я кого-то случайно обидел, может, я кого-то случайно задел, может, я кого-то чем-то, что-то сделал. Даже зная, даже не ведая того, мы говорим, прости нас, Аллах, прости. Фатубу иля Аллахи тавбатан насуха. И кайтесь Аллаху, перед Аллахом, приносить такое покаяние, чтобы больше не совершать этого греха. Но мы знаем, что хуликаль инсана даифа, человек создан очень слабым, и каявшись, прося прощения, мы обратно иногда совершаем одни и те же грехи, но, как Аллах Субхану ва Тааля говорит, что кайтесь, от меня зависит принятие ваших покаяний, от меня зависит то, что я выведу тебя, раб мой, на прямой путь, или же оставлю в заблуждении. Третий десяток дней. Спасение от зла огня гиены. То есть, исходя из того хадиса пророка Мухаммада ﷺ, то, что он говорит, что разделен Рамазан на 3 части по 10 дней, мы видим, что если человек докончит пост, то есть целый месяц продержит этот пост в Рамазане, то он будет спасен от огня. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что если человек продержит в Рамазане полностью месяц пост, для него будет в раю открыты ворота, раян, и скажут, возгласит глашатай: о, те, которые постились в Рамазан, войдите через эти двери рая, через эти врата рая, другие не войдут. Войдут только те, которые постились в Рамазан. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что если вы действительно продержали пост в Рамазане в благочестии и в благонравии, то Аллах Субхану ва Тааля закроет врата огня ада, закроет врата ада, чистилище, и откроет все врата рая, и особенно откроет врата райян. То есть пост во время Рамазана – это тайна Аллаха между его рабом и между ним.
Аллах Субхану ва Тааля не спосылает нам свою милость во время Рамазана, прощает нам грехи и оберегает нас от зла огня гиены. Хотя бы, исходя из этого, мы хотя бы немного должны подумать, поразмыслить об этом и поспешить, пока не закончился Рамазан, примкнуть к рядам постящихся и поклоняться Аллаху, показать, что мы действительно Его рабы, и утихомирить свой нафс, который подвержен наущению шайтана, и должны воспитать свой нафс хотя бы в эти последние дни Рамазана. Дай Аллах всем нам легкость, ту легкость, которую мы сейчас видим. Целый Рамазан мы ежегодно видим, как легко проходит Рамазан. И Рамазан, аямам магдудат, они в считанные дни, как песок сквозь пальцы, как вода сквозь пальцы уходит быстро, быстротечно время. Нужно успеть примкнуть к рядам постящихся, к рядам поклоняющихся Аллаху, для того, чтобы в судный день с гордым видом, с божественным светом на лице, с радостью, счастливым стоять на судной площади в ожидании того, что Аллах Субхану ва Тааля и там проявит нам свое милосердие и введет нас в сады благодати, называемые рай. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Аллаху акбар.